салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанони азиз, наворо то охир тамошо кунед. дӯстони азиз, кӯмаки худро ба ин қаҳрамони тоҷик, ба ин модари тоҷик дариғ надоред. Барои ин модар хона месохтанд. Бародари азиз, наворо то охир тамошо кунед. Знакомьтесь, это Вадик и Радик. Так назвали львят в Душанбинском зоопарке. Утро начинается с прогулки. Сонные котята гулять отправляются не очень охотно. Сейчас они много спят. Когда были совсем маленькими, больше любили гулять. Помню, 2 дня не выводила их. Они даже заболели. Мне нравится, когда они энергичные. Они сначала неохотно идут, но потом расходятся. У них даже глаза блестят. Здесь не саванна, зато есть ветвистые деревья, среди которых можно полежать на травке. А Зухро и массаж сделает, и приласкает. Время свидания с родителями, но львица не в настроении и не расположена общаться с детьми. Матильда ждет пополнения. Глава семейства понимает положение и сам идет играть с малышами. Граф и Матильда попали сюда 3 года назад. Их привезли из Ташкента. Первое потомство появилось через год. Львят передали в Ялтинский зоопарк, но вскоре их мама родила еще 4. Любовь, которую Вадик и Радик недополучают от родной матери, дарит им Зухро. Она ухаживает за ними с самого рождения. Своих детей у Зухро нет, и с этими малышами она не чувствует одиночества. Ее храбрость поражает всех. Коллеги удивляются тому, как Зухро обращается с хищниками. Зухро спокойно гладит даже взрослых хищников, родителей этих львят. Хорошо, что входить в клетку нельзя, я переживаю иногда. А эта женщина ничего не боится. Мы стоим у решетки и то боимся, а она даже не дрогнет. Воду львята очень любят. Зухро говорит, что чувствует, когда им хочется купаться. Летом я купала их каждый день, а сейчас прохладно, поэтому через день. А зимой буду купать раз в неделю. Зимой им не нравится купаться. Вот, смотрите, какой он чистый стал. Еще ему нравится, когда после купания я глажу его. Пришло время подкрепиться. В день Вадик и Радик съедают по 18 килограмм мяса. На самом деле, считает Зухро, львы убивают, чтобы жить, и только. Насытый желудок никого не тронет. 2 раза даю им мясо, утром и вечером. Если они сыты, они даже не посмотрят на него. А вот когда голодные, то на месте не сидят. Не дай бог мимо пройду, сразу зовут. Но я всегда кормлю их вовремя. Не позволю им проявлять агрессию. Они у меня добрые, а вот их братья другие. А это старшие братья Лео и Симба. Их 3 месяца назад перевели в отдел диких животных. Зухро здесь их навещает. Эти львята подружились с собакой. Удивительно, но потенциальные враги стали неразлучными не только в играх. В зоопарке думали, что когда львята достигнут 3-месячного возраста и начнут есть мясо, эта дружба закончится. Но хорошие отношения продолжаются 2-й год. Вы видели, как собака лает, когда трогаешь львят? Она не даст их в обиду. Когда они были маленькими, я специально оставляла их вместе. Они живут в одном вольере и после игр засыпают в обнимку. Это необычная ситуация, которая не может быть в дикой природе. Вадик и Радик, Лео и Симба. На этих кадрах им нет еще и месяца. Но уже тогда им нравилось резвиться на свежем воздухе. Тогда дети еще могли поиграть с львятами. Теперь ребята наблюдают из-за решетки. Они родились год назад. Через неделю ими занялась Зухро. Если бы мы опоздали на неделю, то они бы нас и близко не подпустили. Несмотря на то, что это хищные звери, Зухро нашла к ним подход. Жаль, что у нее нет высшего образования. Возможно, она написала бы книгу о взаимоотношениях людей и животных. Будут ли эти львы до конца дней жить в Душанбинском зоопарке, неизвестно. Вполне возможно, что скоро их обменяют на других животных, которых здесь нет. Постоянным посетителям будет не хватать этих гордых и красивых животных. Но еще больше эта разлука огорчит 2-ю маму малышей – Зухро.